Байден и Путин поделили между собой Центральную Азию? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие нюансы раскрыты с переговоров Байдена и Путина. Мы нашли, как помочь огромному количеству мигрантов, то есть нашли, как можем помочь вам найти себя и зарабатывать достойные деньги. Для того, чтобы попробовать себя в работе онлайн, при этом ничем не рискуя и не уходя с текущей работы, оставьте свои данные по Google форме ниже под видео, и мы с вами свяжемся. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Американские солдаты, покинув Афганистан, могут передислоцироваться в Узбекистан и Таджикистан. По данным журналистов, контроль за ситуацией в регионе Белый дом намерен осуществлять и дальше, но уже из Центральной Азии. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден во время переговоров в Женеве обсуждали российские военные базы в Таджикистане и Кыргызстане. Об этом сообщают со ссылкой на источники в Кремле. Согласно представленным данным, 202-я военная база в Таджикистане и кыргызская база Кант обсуждались лидерами государств в контексте совместной координации ситуации в Афганистане. Сотрудничество России и Америки в данной сфере помогло бы странам обмениваться полученной информацией об обстановке в республике. Источники отмечают, что таким образом Москва пытается не допустить строительства баз США в регионе. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Однако спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отказался комментировать информацию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что нестабильная обстановка республики действительно обсуждалась главами государств в ходе Женевского саммита. Однако представитель Кремля не уточнил, говорили ли президенты о военных базах Российской Федерации в Центральной Азии. Напомним, что с началом вывода войск США и НАТО в Афганистане активизировался Талибан. И США уже выражала готовность построить свои военные базы в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане. Но так как в этом регионе сейчас присутствует Россия, то такой расклад дел вряд ли будет осуществлен. Да и местные власти встречают эту идею, не сказать, что с распростертыми объятиями. В Вашингтоне уверены, что это одновременно и поддержит правительство в Кабуле и позволит следить за радикалами, в первую очередь за запрещенным и в России движением «Талибан». Планам Минобороны США, по мнению прессы, может помешать военное присутствие России. А как вы относитесь к такой перспективе? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!